Меры господдержки для резидентов арктической зоны обсудили сегодня на круглом столе представители Центра предпринимательства, Фонда развития промышленности, профильных ведомств и муниципалитетов. 6 компаний уже имеют статус резидента арктической зоны на территории Коми в области добычи полезных ископаемых, переработки, транспорта, сельского хозяйства и социальной сферы. Еще 33 в очереди. В июле прошлого года вступил в силу 193-й федеральный закон, который четко прописывает меры поддержки и порядок осуществления предпринимательской деятельности в Арктике. Сегодня любой предприниматель, готовый вложить в свой проект не менее 1 миллиона рублей, может получить статус резидента и воспользоваться целым набором преференций и льгот. Это повышает инвестиционную привлекательность Арктики, дает новый толчок для роста экономики и, безусловно, помогает социальному развитию этих территорий. Резидентом Арктики может стать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который планирует реализацию коммерческих проектов в Арктике и соответствует ряду очень простых критериев. Сложная и дорогая логистика в районе Арктики останавливала инвесторов, но после вступления в силу нового закона бизнес на этой территории может быть очень прибыльным. Единственное, на чем отдельно делают акцент представители предпринимательских сообществ, это ослабление административного барьера для резидентов Арктики и заранее продуманные рынки сбыта производимого товара. Мы прекрасно знаем, что индекс административного давления в Российской Федерации достаточно большой. То есть количество проверок, количество проверяющих. На сегодняшний день в законодательстве заложена некая норма, где проведение проверок возможно для резидентов арктической зоны только по согласованию с Минвостокразвития и сокращенные сроки. То есть есть такая норма, но на мой взгляд и на взгляд многих предпринимателей этого недостаточно. То есть было бы неплохо, что если у нас для резидентов арктической зоны, субъектов малого и среднего бизнеса был наложен мораторий, типа того, что был ковидный период. Напомним, в состав арктической зоны от республики входят Воркута, Инта, Усинск и Усть-Илимский район. Согласно утвержденной в 2020 году стратегии развития Арктики, основные направления в Коми – это диверсификация экономики и комплексное социально-экономическое развитие моногородов Воркуты и Инты, развитие угольных, минерально-сырьевых центров на базе Печорского угольного бассейна, создание на их основе глубокой переработки угля и углехимии, развитие нефтегазовых, минерально-сырьевых центров на базе Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в том числе создание новых мощностей по переработке нефти и газа.